чего я не люблю, это превращаться в экзотику. На сцене должен быть предмет искусства. Так или иначе будет на какой-то национальной основе, это зависит от того человека, который это делает. Вот у меня будет на национальной основе белорусская обязательно. Раз, два, три, четыре. Открыли руку. Стоп! Руку. Вот сюда открывается рука. Половина девочек начала открывать ее в центр. Так, с музыкой, пожалуйста, целиком. Поехали. Раз, два, три. И. Наружу рука. Четко наружу. Вот так получше. Вся дорога была усажена березами. Значит, не по легенде, вообще по фактам, этой дорогой ехала Екатерина II на юг. И для нее высаживали, был сделан проселок. И вот он проходил все время вдоль Днепра. Я еще застал, когда было много этих берез, но сейчас уже что-то меньше стало. Всегда казалось, какие-то горки большие. Я потом приезжал сюда на родину, оказывается, все маленькие, и расстояния маленькие. Так, не разгоняйтесь. Все вот деревня. Вот слева погост, где мой дедушка с бабушкой похоронены. А вот деревня, называется Сядич. Смотрите, машины есть. Одно время сразу после Чернобыля все быстренько убежали. А сейчас, я смотрю, возвращаются. Где-то справа должна быть школа, в которой я учился. Слева переулок к нашему дому, но это где-то в центре деревни. С этой дорогой у меня связано самое-самое раннее воспоминание детства. Я помню то, что запомнил в 4 года. По этой дороге из фронта возвратился отец с войны. Я шел из дому, и вдруг вот в этом месте где-то на меня корова бодливая. И я как закричу, и вдруг какой-то мужик в армейской форме раз ее отогнал, и на меня так смотрит, и говорит: сынок. Я так говорю: это ты, батька, который нас кинул? А это был 46-й год. Отец задержался на войне, он был железнодорожником, и они восстанавливали сначала железнодорожную станцию Вильнюса, а потом Варшаву. И он пришел только в августе 46-го года. Представляете? Мать уже ждала, там пошли всякие слухи, что он уже женился где-то. Она ребенка, говорит, нас батька бросил, уже женился. А он еще такой с медалями, со всеми пришел, сынок. И вот он меня спас от коровы, и я встретил отца с войны именно вот в этом месте. Не может этого быть. Просто не может этого быть. Я пришел к дому, в котором мы жили. Наш дом, конечно, переделанный, перестроенный, но вот он. Там есть проход или нету? Есть. Есть от бани, да? Проход на выгон. Бани не было, но вот этот дом наш. У меня фотографии. Интересно, живет там кто-нибудь или нет? Ну-ка. Цікаво, домик. С этим домом много было приключений. Когда мы здесь жили, он был бревенчатый. Потом, когда мы уехали, он горел, а после того его взяли, вот, облицевали. Ну, уже пару раз перепродавали, поэтому он очень такой необычный. Но дом наш. И знаете, что здесь много людей жило? Это сейчас привыкли в квартирах. Вот как мы с женой живем вдвоем, еще сын приходит, трехкомнатная квартира. А здесь у нас 2 многодетных семьи жило.
Здесь еще маленькая пристройка. Там была высадка. Это мамин брат с большим семейством. У них было 3 детей. 3 детей. И мы 4. И еще бабка. Ну, много. И всем хватало места, что поразительно. Мы здесь прожили с 44 по 49 год у бабки. Мы с Могилева. В Могилеве дом разбили, когда немцы шли. Вот, и мы прожили здесь у бабки. Потом я учился, все время приезжал. Баба Катя. Вот Выгон, на Выгоне, Рыбякова. Рыбяк. Вот там Днепрыще, Днеп. Ну, это все оттуда. У меня все детство здесь прошло. Карьеры, он кирпичный завод. Карьеры с Бреднем находился. И сейчас ходит. И сейчас ходит за щупаками. Вода большая, не залезть. Сам Днепр, он идет немножко по излучине. Там дальше, когда было половодье, он спрямлял путь, и вот здесь он шел прямо. И это место называлось Ревяка, потому что он очень громко шумел, ревел. Это слово «ревяка». А потом он входил в свои берега, опять шел вокруг, а здесь оставалось такое озерцо до следующего половодья. Ну, здесь было еще так вытоптано, здесь гуляли все. Сейчас что-то не гуляют. А вот это весь участок, это мои охотничьи угодья. Я говорю, бабка, я пойду купаться. Не, бери воду, набей мух, и мне на сковородку рыбки. А так, если не рыбки, есть не даст. Вот такое было детство хорошее. Вы знаете, что такое каужень? Каужень – это когда вот это обрыв такой, да? А там внизу обрыва грязь, глина. Набрасываешь много, водичкой смываешь, сливаешь, потом на попу сел и так... с трамплином и в воду. Вот это каужень. Это мы так здесь развлекались. Первое воспоминание мое, это там на кирпичном заводе, когда я малышом ходил на танцы, там теточка играла на гармошке, и люди танцевали типа польку. Полька до упада. И пошла та-та-там, та-та в одну сторону, та-та-там, в другую сторону. И начинала танцевать 8 пар, так без сил всем сводилась, одна осталась, выиграла почет и уважение. Не могут быть все мои реконструкции на 100% достоверные, потому что танцевальный фольклор не сохранился. Но я по каким-то косвенным признакам это создаю. Допустим, я создавал номер Лючичей, я просмотрел скандинавские рисунки в сагах, где был изображен Лючич, что такое, с 2 копьями, там описана его походка, все. Ну, а во мне достаточно хоть какого-нибудь такого, знаете, знакового момента для того, чтобы что-нибудь потом создавать. Все это авторское, все, что выходит на сцену, не называется аутентичным фольклором. А аутентичный фольклор – это музей. Он должен быть. Это образец, который не должен никогда меняться. Он должен быть доподлинным, достоверным. А все, что выходит на профессиональную сцену, это все авторская интерпретация всего этого фольклора. Фольклор сам по себе тоже очень разнообразен. Хоть маленькая, но вот такая аристократическая часть населения. Чуть-чуть побольше городская часть населения, чуть еще больше деревенская. Его надо тоже дифференцировать каким-то образом. И вот когда начинаешь на эти темы задумываться, таким образом и создается то, что я создал. Вот мы поехали в Бразилию в сверхсчастливое стечение обстоятельств. Мы съездили 1 раз, а после этого были еще 8.
Если мы попадаем один раз, мы там закрепляемся надолго. Таким образом, мы один раз попали в Америку, были там 9, наверное, раз. Мы попали в Испанию, были 14 раз. Мы попали в Италию, были раз 12. Попали в Голландию, в лучших театрах через год работали на протяжении 1,5 десятилетий. Мы работали концерт на финале гонок Формулы-1 Монте-Карло. Между прочим. И потом дальше. И мы просто на Старый Новый год Монте-Карло несколько раз работали. Мы работали, вы даже не представляете, на ежегодном празднике ВВС Франции. Они заказали наш коллектив. Понимаете, надо выдавать продукт, то есть качество. Национальное искусство – это престиж республики, это самое главное. Это узнаваемость республики. Можете представить, когда мы первый раз приехали в Бразилию, Беларусь, кто, где, что? Представления никто не имеет. И вот я посчитал, что за одни гастроли нас посмотрело 100 тысяч человек. Вот уже 100 тысяч бразильянцев узнали, что такое Беларусь. И исполняли наш гимн наравне с их гимном перед началом каждого концерта. Дедушка во время, да, перед войной умер, а жила одна бабушка Катя. Отец ее был священником, и у нас в доме был такой иконостас икон. И она была очень-очень набожная. Она ходила за 7 километров в воскресенье. Там наверху была деревня Мокрая. Собиралась в платочке, ей уже было много лет, под 80. Она регулярно никогда не пропускала. Она была повивальной бабкой всей деревни, и когда ее хоронили здесь на кладбище, всю дорогу усыпали цветами и ветками хвои. Вот такая бабушка была Катя. Они живы, пока мы их помним. Вот это самое главное. Я дедушку не застал, но с бабушкой долго прожил. Она, как основа рода, на ее руках родилась вся деревня, представляете? Мама о ней очень много рассказывала. Она похожа на маму, а я похож на свою маму. У нас вот такое даже продолжение. А род так расселился. Часть в Астрахани, и в Астраханской какой-то области, часть в Питере. И по Питеру все расселились. Часть в Минске. Ну, такой вот от этих двух людей, которые здесь лежат на кладбище, родилось великое множество людей. Великое, хороших людей. Здесь всегда добрые люди жили. Здесь не было такого, что не запирали все по квартирам. Жили как-то сообща. Здесь на празднике Радоницу все люди были, как единая семья. Я помню, мне как Татьяна, с которой мы встретились, говорит, приду на Радоницу, скатертью накрою могилочки. Все. Пришел в оперный театр, тогда училище находилось в здании оперного театра на первом этаже. Было очень удобно отдавать нас в хореографическое училище. Я к 8 часам приходил, и если вечером участвовал в спектакле, то в 11 домой приходил. Воспитание на сцене, слушал оперы. Я знал наизусть несколько опер, потому что мы часто в оперных спектаклях участвовали за всех.
За хор, за всех солистов. Я мог спеть целиком Фауста от начала до конца. Я учился 9 лет, это был основной класс, классический класс. И меня в числе очень немногих взяли в труп. «Лебединое озеро», «Шут» – одна из центральных партий. Там самая центральная «Принц» и «Адетта Аделия». Ну, там еще есть такие сложные партии, как «Падетруа», а «Шут» – это третья или четвертая по значимости спектакля. Потому что все большие, красивые танцевали принцев, а все маленькие, техничные танцевали собак, шутов, стрекоз, кузнечиков. Ванечек мои болеть. Это мои партии все были. Сейчас с вами находимся в пристройке к основному зданию филармонии. Она появилась сравнительно недавно. Когда я сюда пришел, это было просто одно маленькое здание. Сначала его готовили как здание для какого-то клуба. Так вот, приход в мою филармонию из оперного театра был для меня вначале трагическим. Ну, почему трагически? Я попал в очень хорошую эстрадную бригаду. Вот, из театра я ушел, потому что я там заработался. У меня родился ребенок, и в свой единственный выходной день я был занят в школе фигурного катания 12 групп. С 9 до 12 и с 3 до 9. Это единственный выходной. Еще 2 раза ездил на автозавод от оперного театра 2 раза в неделю между репетициями. Все. То есть 1,5 года прошло, и у меня уже заканчивались силы. Я пришел просто в эстрадный коллектив, чтобы заработать деньги. Ну, думаю, поработаю, потанцую. И первый концерт у меня был в городе Докшице, на сцене кинотеатра. На потолке висела одна лампочка. Сцена была как 2 письменных стола и немытая. И после того, как я станцевал, сказал, больше я танцевать не буду никогда. Вот, после этого я поступил в Театральный художественный институт, ну, еще поездил и начал менять профессию. Я сначала был педагогом-репетитором, потом балетмейстером, потом режиссером, потом художественным руководителем эстрады. И перед тем, как стать худруком ансамбля танца, я был главным режиссером бюро спецмероприятий. 5 лет я делал все правительственные концерты, которые были в республике. Но потом меня вызвал министр и сказал, пропадает ансамбль. И вот я оказался здесь. И это оказалось моим, 32 года я здесь работаю. 32 года. Я работаю больше, чем все балетмейстеры, которые работали до меня. Что нужно сделать залом? Должна же быть в женщине какая-то романтика. Должна быть в ней какая-то тайна. Учтите, женщины с тайной нравятся больше, чем без тайны. Поэтому, понимаете, когда вы идете, у вас внутри тайна у каждой. У вас полуопущенные глаза, у вас полуулыбка, как у Джоконды. Понимаете, не нагло, не в зеркало на себя смотреть, а смотреть себе внутрь. Вот внутри вы все. Понимаете, не вот такие открытые, улыбчивые. Нет, это неинтересно. Вот возьмите ручки, виньеточку. Вот поднимите уже наверх, поднимите. И вот пройдите вот, и шаг. Раз, романтические, скромные. Вот, и глазки чуть-чуть приоткрылись. Да, вот. Девочки, вот это, понимаете, суть номера. Я просто, когда его ставил, я ориентировался на вот таких романтических девочек, потому что я романтик. Балетмейстер зависит от квалификации танцора. Дальше режиссер зависит от квалификации всех своих исполнителей. Все время от кого-то зависит. И я, вот когда писал сценарий или какие-нибудь там стихи или какие-нибудь тексты, я садился перед листом бумаги, я был один на один, и мне это так нравилось.
Так как я работал режиссером, я вынужден был писать сценарии. А в сценариях, особенно новогодних елок, там нужно было писать очень много текстов песен. Поэтому я писал просто, мне было очень много. И композиторы писали на них музыку. Я попробовал писать стихи, так, шлифовал их долго так. И получилось, допустим, пару десятков профессионально хорошо написанных стихов. Вот. Я для себя сделал вывод, я могу это, и мне этого хватило. Вот. Я знаю, что я не смогу родить вечную идею. Хорошо, что если у меня вообще во всем моем творчестве, и танцевальном, выходит такой маленький кирпичик, плинфа такая, знаете. И поэтому я для себя написал, показал, у меня там, есть, красиво. Маленький посмотрит, скажет, какой умный дедушка у них был. Все, но больше просто не хочу заниматься. Или, если бы я решил заниматься бы этим профессионально. Тогда было по-другому. Терпеть не могу, когда я делаю что-то плохо. Или ошибаюсь, досадую на себя, потом переживаю. Поэтому я стараюсь просто делать хорошо. Как директор я привык к тому, что я прихожу сюда желательно прийти раньше всех и составить план дня хотя бы. А вообще в выходной день прийти и составить следующую неделю. А вообще перед началом сезона прийти и составить, чем я буду вообще заниматься. Можно заниматься для себя, и тебе будет всю жизнь приятно. И никто тебя никогда не узнает, занимаешься. Можно заниматься только для других, и тогда потеряешь, кто ты есть на самом деле. Будешь им в угоду делать что-то, знаешь что. Вот. А такие редко достижимые вещи, когда и самому хорошо, и всем приятно. Как считалось, что артист – это главное, все остальное – обслуга. Обслуга. Но вот первое, что я заявил, для меня хороший костюмер лучше плохого артиста. И вообще, на любом месте у нас сапожник должен быть, у нас прачка, у нас администрация, все равноценные. Нигде не должно быть провала, и никто не должен быть важнее других. Костюмы находятся в идеальном состоянии. У нас изумительная костюмерная бригада, просто в идеальном. Они, во-первых, все портнихи, они чуть ли не модельеры, они все, если надо, подошьют, исправят. Где-то лет 25 назад мы только начинали ездить в Китай. Дороги были такие, 100 километров за 12 часов, можете представить. Автобусов современных не было. Автобусы были спальные. Вы никогда не ездили в спальных автобусах? Там были как купе. Первый этаж и второй этаж. И значит, на первом этаже можно ездить только лежа. Вещи только наверху, они связываются, они очень такелажники большие, и накрываются. Все наши чемоданы. И вот так ехали, потому что дороги были такие. Когда приехали туда, оказалось, одного из чемоданов нет. 8 костюмов, больше $1000 каждый или около того. Это такой костюм-терниц. Ну и что делать? Списать их невозможно. Цена их обозначена во всех ведомостях. Бери и плати. Мы копили деньги следующие 2 года, чтобы заказать и сделать копии этих костюмов. Да, потому что мы не хотели вредить ни ансамблю, ни государству. Это дизайнерская работа. Здесь вы знаете, сколько в этом скрыто всего? Во-первых, номер один. Это номер один я, ну, наверное, так считают мои подчиненные. Номер один, допустим, в футбольной команде – это вратарь. Он стоит на последнем рубеже. Вот, чтобы не забили ему гол, чтобы не забили дырку. Вот я стою на страже, чтобы тоже не пропустил коллектив ни одной пенки, как говорят. Ну, вот, я поэтому написано еще. Номер один большой и я.